Пока печурка топится, ребят, надо водички согреть. Сегодня на ужин у меня салат будет. Рыбный, кстати. Я говорю, Василий, наверное, из-за этого рыба не клюет. Рыбу взял. Делал консервы с леща. И хочу сделать рыбный салат. Сытный, вкусный. Сейчас отварю морковку. Класс. О. Ну вот мы и дома, ребята. Что, говорит, надо сделать, говорит, построить дом, говорит, вырастить сына, посадить дерево. Сегодня мы чуть по-другому сделали, дерево спилили, да, Васильевич? Да, это сушняк, ребята, можно. Да. Тут раз, ребят, показывал, но кайфую у Сереги в палатке, реально, прям все четко. Вот для двоих, ну, вот многие говорят тесно, да нет, ребят, смотрите, 2 раскладушки, вот так в упор, ну это понятно, но печка, дрова, все, здесь у нас все вещи занесли. Небольшой столик, ну а зачем нам какие-то роскошные там столы? Мы здесь спокойно покушаем, приготовим. Блин, шуршит, на снег ставил. Также все сушим. Вот курку Васильевич подвесил. Также я сюда подвешу. Я здесь, пожалуйста. Да, а вон Васильевич уже мне приготовил. Все, кайф. Сегодня только без гирлянды? Да, без гирлянды. Ну, в целом все равно нормально. Все, ребята, вот. Кайф в том, что мы захотели здесь, захотели там. Это палатка, это, ну, свое удовольствие. Я бывает даже выезжаю на рыбалку из-за того, там как бы мне нравится в палатке кайфовать, ночевать. Вообще здесь по-своему как-то. Ну все, будем готовить ужин, ребята. Время у нас, время уже 12 минут 5-го. 5-й час, ребят. Вот смотрите, вот сумерки, денек немножко, да. Вот так и получилось, что палатку поставили, потемнело. Все, ребят, буду готовить салат. В дальнейшем все покажем, расскажем. Короче, все в тепле. Так, друзья, Васильевич пошел доставляться. Он 5-ку-то не выставил, получается. Все работал на вибы. Вон у него дильник лежит. Тишина, ну тут понятно, в общем. А я приготовлю салат, ребята. Недавно делали тушенку из леща. Здесь лук, морковка есть, конечно, но на салат, в принципе, нужно. Я к этому салату готовился, ребят, взял специально Васильевича угостить. И немножко заморочился. Мама мне отварила картошки, потому что вареная картошка туда идет. Вареные яйца туда идут. Лук свежий. И в этот салат еще добавляется морковка. Здесь есть, но здесь очень мало, ребят, для вкуса. Вот водичку поставил, сейчас бомбанем. Сегодня с разбером, с Енисеем. После заточки блестит, ребят, смотрите как. Очень кайфую от этого ножа. Блин, он мне прям за душу лег в руку. Как бы работяга у меня. Вот такого надо. Кусочка нам будет вполне достаточно, потому что одну морковку уже тоже есть не будем. Все, ребят, варить ее. Порубаю сейчас лучок. Все приготовим. Связь какая-то проскальзывает даже. Местами. Шеволишь, что-то встанешь, пык-пык, смс-ка придет какая-то. Ну вот что-то как-то так, ребятки. Печурка. Подложить можно. Кстати, здесь теплый пол, потом летний пол Василий стелит. Изолон, 8-ку. И еще коврик противопожарный вот этот. Что у нас? Все. Можно даже на шейку поставить. Вот так вот.
Тарелки, ребята, у меня небольшие, походные для салата, но этот сгодится. О, картошечка, ребята. Так, столик маленький, чуть-чуть неудобняк, но жить можно. Ничего страшного. Сейчас порежу, ребят, картоху. Для этого салата понадобится. Не знаю, как он правильно называется. Вроде как мимоза. Делается из консервы, скумбрии. А сейчас мы сделаем с леща, которого летом ловили на фидер. Сейчас все так в аккурат добавлю. Посмотрю, чтобы не переборщить ни с тем, ни с тем. Ох, затрещал смолячок. Картохи рубанули, ребят. Ну, больше нету у нас. Может было в кастрюльке салат взять. Ладно, этого нам хватит. Пол луковицы, наверное, тоже достаточно будет. Тоже будет достаточно, наверное. Сейчас, Васильевич, угощу тебя салатом. Не знаю, пробовал такой, нет? Салат. Какой? Вот именно рыбный вот. А, рыбный? Да. Ну, что-то какие-то пробовал, да? Ну, как будто там название мимоза, знаешь, что-то ну, такое. ну, Что-то ну. такое. Его сделают и там из скумбрии, и там Ага. из консервы. Пушка? Сейчас у нас будет из леща. И меленько порубаем, что? Меленько. Это то, что ты здесь на фидер, да, ловил лещей? Да, да, конечно. С лета все. Те самые. Те самые, да. Ты же, кстати, раньше было дело, увлекался тоже фидером. С Андрюхой там гонял. Да слушай, это несколько рыбалок буквально. Да. А потом смотрю, что-то не твое вообще, да? Сидеть на Ты, одном месте. что-то ты все этот, короче. Иногда, конечно, по кайфу, типа, посидеть можно, да, но хочется какое-то движение, Ну, постоянно ну. поиска. Ну, мне это нравится. Угу. Ну да, тоже есть такое дело, есть. Ну, раз-два в сезон можно сходить на фидер. Можно, да? Кстати, Василий заметил, у тебя всегда яйца вареные. Ну, слушай, Всегда. закинулся и нормально. Ну, согласен с сальцом, да? Кусочек съел. Кусочек хлеба, Да, яйца, чай и наелся. да, согласен. Как бы. По-простому все. Так. Пошли яйца. Яйчуганчики. Сейчас будет салат, брат. От души. Все, ребят, картоху, яйца, морковку рубанули. И пошел лещ. Опа. Прям с маслом, со всеми этими делами. Кстати, я пробовал. Костей вообще, Васильевич, нету мелких. Ну, не разваливаться, да? Да, они просто исчезают. Кстати, делали, получается, рыбу и добавлял жидкий, ну, добавляли жидкий дым. Она типа, знаешь, типа, ну, копченость такая. Вкус копчености. Все. Сейчас это все перемешаем капитально. Подсолим немножко. И салат у нас готов. То есть в этом майонезе ничем не заправлять? Нет. Вот тут масло есть. Вот так вот. Все. Банка, видишь, немножко замерзла. Жир он подзамерз. Вот, друзья, салатик готов. Сейчас немножко настоится и будем пробовать. Васильевич раздевается, правильно делает. Тоже охота, ребята, уже вот эти сапоги здоровые снять. Потому что ноги в них устают так. Когда снимаешь, прям по-своему ноги дышат. Что-то ветерок разыгрался у нас опять. Вроде успокаивался как будто. Опять, короче.
бушует. Здесь так закручивают. Вот так. Лес аж весь шумит. Нормально, мы утянулись, ребят, там сейчас вообще 9-бальный даже не помеха. Огонь. На улице-то, ребят, вообще труба. Просто труба. Такой ветер, блин, вообще жесть. У меня флажки с отражателем. Ничего не видно. Попозже прокачусь, конечно. Василий тоже хочет погулять потом вечером. Что делать, в палатке сидеть тоже не будешь. Тишина, ребята. Глухозимье. Капитальная. А зато у нас кайф. У нас кайф, ребята. Настало время попробовать, Василич. Василич уже попробовал, скажем. Вкусно? Вкусно? Вот так. Нормально, ребят. На самом деле, ну мимоза, вот я не знаю. Просто, может, кто-то не знал по такому салате. Так чисто, как бы. Ну и как бы это своя рыба. Еще плюс такая рыба, которая, ну, вообще никуда не пошла бы, а здесь пошла. Вот так крупно нарубали, но мы же в лесу, тут не надо как бы. Ну, чисто лучок меленько сделал, чтобы не попадал на язычок. А так, ну, прикольно, да? Можно. Вкусно. Вот, короче, наши грехи, то, что не клюет, будем сами клювать. Хотя Серега говорит, что я, говорит, как бы в это не... Вообще абсолютно. Абсолютно, да. Многие тоже как бы говорят, что рыбу с собой берут, как бы. Ну, поймал там, допустим, приготовил, типа, это можно, а это, типа, нельзя с собой вести. Не знаю, там какие. Ладно, ребят, чем 5 капель и будем, ну, такой ужин у нас как бы. Горячие пельмени ели. Ну, если мы захочем, что-нибудь, картоху там у нас есть. Время есть еще. Пожарим, нормально. В общем, приятного всем. Давай, братское сердце, чтобы завтра встали и были в шоке. От загара. От загаров. Да, погода, ребят, что-то бушует. Ну, нормально. Тоже разделись. Красота. Вон, кстати, ребят, берите на вооружение. Василич коврик такой взял себе. И все. Зашел, стряханул. Да, и все. Класс, класс, класс. Базара ноль. Вот это попали, ребята. Смотрите, какой снегопад попер. Ужас, блин. Фух. Я вышел на проверку. Василич дома будет. Бытом займется, дровишки там туда-сюда. Да, дрова он заметает, блин, махом. Василич, надо корыто перевернуть тоже будет. Заметет. В общем, ребят, пойду прокачусь, посмотрю обстановку. Ладно. Да, вот это ветер. Охренеть. Плюс снег. Попер еще снег. Снегопад просто, метель. Жесть. Да. Дела, блин. Так, ладно, это надо убрать все сразу. Все заметает, блин. Так, бензин если что, у меня 5 есть. На запас. Подзаправиться. Кофр-то берем. Давай, малыш, грейся. Погода, ребята, ой-ой-ой. Ладно, прокатимся, посмотрим. Ребят, буранку просто перевело уже, смотрите. Завтра не найдем ничего. Надо было хоть веточки поставить. Охренеть. Буранки нету уже, все. Край. Этой стороной перевело, вот краешка еще есть, и все. Ребята, это просто жесть.
Проехал до Желя, сюда вверх поднялся. Обратно уже буранки нету, ребята. Я заблудился, короче, не знаю, куда ехать. Где торосы, где что. Вода, блин. Это просто метет, ужас. Я не знаю, вообще труба. Местами она видна, местами теряю, короче, ребята. Ну, вроде еду обратно, короче, не знаю. Просто дороги нету. Вот это метануло, блин, охренеть. Короче, сработок нету, ребята. Еду, возвращаюсь домой. Как-то. Так, ребята, железы выглядят. Их просто нету. Их задуло, блин. Завтра бы найти что-нибудь. На обратном пути, ребят, еду по комбайнам. Ну, у меня здесь поклевка. Поклевочка. Качает. Там вроде не загнутый. Тут не загнутый. Ну вот это средний загнутый, ребят, хорошо. Он как давит. Береговой. Ну вот этот прям давит классно. Все, будем проверять. Комбайн, ребят, не засыпал. Думаю, надо засыпать. А тут проскочил до этого. Я там боком прошел. Не видел ничего. О, смотри, что делает, ребят. Как качает. О, как клюет. Прям поклевывает. Ну, изек, ребят, должен изек. Опа. О, хорошая рыба, ребята. Так, грузила. Блин, хорошо. Первый крючочек. На втором, что ли, у нас сел. А, брат Никодим. Брат Никодим сел, блин. Ну ты засранец, а. Мелкий. В пищеводе, блин. Мелкий засранец. О, трава еще есть. Ладно, сейчас пройдусь, ребят, по комбайнам. Все засыплю. Ну, понятно, вечер, Никодимчики вышли. Блин, ну здесь езя хочу взять, ребята. Хорошего езя. Ой, ужас. Как метет. Что-то, ребят, не пойму. Что-то или рыбка, или что. Блин. Зацеп какой-то. А, тут рыба, ребят. Подлещик. Смотрите, клювала, значит. Охренеть. О, блин, дела. Что, ребята, могу сказать? Все поело. Все поедено. Все поедено. Абсолютно все комбайны. Абсолютно все комбайны поедены. Ну, рыбка ходит. Сейчас поднасадим. Завтра снимем. Рыбу по-любому. И изя. И все, что мы хотели, мы снимем. Вон, все крючки, ребят,
Знаете, абсолютно все похавали. Походу мелкая рыба, что ли. Еще одна, ребята. Кто объедает? Здесь бели много на яме, походу, стоит. Вот она и объедает, но не секется. Точнее, может быть и секлась, но почаще надо проверять просто. Ну, вот комбайны реально не загнуты, ребят, были. Как бы понимания нету было. Не было понимания, что что-то есть. Надо просто проверять. Ладно, что. Будем знать, что надо почаще ходить. Смотреть. Сейчас зарядим еще на налима, на изя. Дополнительно червячков свеженьких подсадим. Все на базу, ребят. Отогреваться невозможно с таким ветром. Ну. Комбайна закопал. Дай бог завтра езя возьмем. Езя хочу. Здесь крупные ези есть. Килограммовые. Дай бог возьмем их. Хотя бы пару. Вернулся, ребята, домой. Ну, на самом деле домой. Василище, это красота. Там наши сани аж бегут. Слышишь, Василий? Да. Смотрите, ребят, что творится. Короче, там я заблудился, там просто заблудился. Прикинь, нету буранки моей. Я проехал, ее просто нету. Комбайки сработали, говорю, будут кормить они. Так что все нормально. Место там тоже лайтовое. Завтра пару везде снимем. Вот кем буду, говорю. Василич молодец. Занес дрова, как бы без дела не сидел. Да. Все у нас вот на лакшере. Такая слабая музыка, ребят. Ну, мы кайфуем, мы балдеем. Доедаем салат, по чаю и что-то. Монотонно, Васильевич, покажи, как мы свет сделаем. А? Как мы свет сделаем. Васильевич, Короче, лампа у нас так. тут несколько видов освещения. Да. И просто делаем вот так, ребята. Либо так, либо оп. И вот так. Это просто как свеча, да, брат? Да. Все. Ну не кайф, ребята, а. Вообще шикардосик. Вообще. Даже несмотря на то, что там за бортом вообще что творится. Здесь реально уютно и классно. Вот еще раз говорю, ребят, хорошо, что утянулись, правильно, Василий? Конечно. Блин, вот ту сторону мы прям все утянули и так и правильно сделали, потому что, блин, там вот она держит. Класс. Все, братва, что, время. 9:30. Уже 9:30. Мы сейчас с Васильевичем по чаю, переговоры и, наверное, на боковую. Увидимся утром. На связи. Ребята, доброе утро. Время 8 утра. Проснулись. Спали вообще классно. Ну, палатка, ребят, всю ночь боролась с стихией. Блин, вот хорошо, что мы вчера ту сторону просто каждое колено утянули. Просто каждое. И с этим расчетом как бы и нормально. Потому что что давило? То, что я вечером ездил проверяться, это еще цветочки походу. Ночью было вообще ужасно. Охренеть, погодка такая. Ну и до сих пор, ребята, ветер. Ну, правда, хоть нету снега. А вот ветер порывами прям мощный. Жерлицы, наверное, ребят, буду откапывать, искать. И вышел на улицу, набрал воды, ребят, смотрю. Флажок стоит у Сереги, вот который напротив палатки, прям сработавший. Мы еще переживали, что мы здесь топчемся. Рядом жерлицы стоят, как будто бы как плохо, а наоборот она и сработала. Ну, выходили в 6 утра, подкладывали. Сработки этой не было, а вот сейчас она стоит. Примерно в 7 утра где-то была поклевка.
В общем, что, сейчас завтракаем, ребят, и начнем рыбачить. Погнали. Давай, Серега, полторашку делай. Посмотрим. Холстая. Да ну нафиг. Блин. Походу тут мелкая какая-то, балуется, блин. Полная вымотка. Блин, ну вот. Да, смотри. Весь побитый. Слушай, хорошо, блин, ну. Ну, Сейчас же сажу. мимо. Обидно. Эх. Ну вот. Холостая. Вымотала полностью, но походу мелкая, друзья. Все. 4 щуки мы тут забирали с этой точки, видать, все. Местной щуки больше нету. Ладно, посмотрим, что у нас там. Может, есть какой-то результат. Ну и комбайны. Комбайны вчера поймали немножко. Посмотрим, что за ночь. Охота езя, ребят. Там есть, живет крупный. Дай бог он попался. Ребят, на завтрак у нас сегодня на завтрак батон. Но непростой. А непростой. Алена Сергеевна там что-то, как обычно, ждала в гости, а мы не зашли, не покушали. И, короче, я, говорит, сделал вам на рыбалку. Огурчики, брат. Пушка. Короче, и котлетосы. Че? Нормально. Я не знаю, вывезем, не вывезем. Может, этот по одной сначала? А если так подрумяним, ребята, со всех сторон. Чисто. Так, что, Чайковский надо? Чайковский, да. Чайковским сейчас попьем. О. Может, еще кастрюльку поставить надо, да? А что ты хотел? Ну, чай налить. А ты термос добавил? У меня просто тут полный термос, как бы я и не стал. Так. Все, Васильевич, приятного аппетита. Гамбургер. О. Хрустящий, слушай. Да. Ну, этого и хотел сделать. Васильевич, как деревенский гамбургер. Очень вкусно. Макдональдса-то у нас нету. Точнее, ну, у нас в деревне-то точно их нету. Это даст фору еще. Ну да. Хочу сказать. Пойдет. Позавтракали. Маманя, спасибо огромное. Вкусно и вкусно получилось. Половину осилили, там такие 4 котлетины там, куда там. В общем, одеваемся, ребята. Сушились, все у нас. Чулки сухие. Можно двигаться дальше. Все. Сейчас поедем на комбайн, ребят. Покажу Сереге, как сделал свои донки, как бы он говорит, мне интересно. Ну и возможно что-то они им покажут. Серега потом будет дальше работать на вибы, а я поеду на дальний участок снимать жерлицы. Здесь у нас все. Заработок нет. Так, ну что, переночевал. Красавчик мой. Вчера технику заправил. Да, вчера, конечно, я вечером прокатился, ребята. Охренеть. Думал, не доеду, блин, до Сирии. Ну, не зря съездил, комбайны посмотрел. Точка рабочая. Ладно, греемся. Какая-то изморозь, друзья. Опять. Тепло, но изморозь. Буранки там точно не найдем. Лишь бы жерлицы нашел.
Хорошо желез немного. Ну что, как будто есть работки? Сейчас как будто есть. Вот этот загнут, друзья, тот загнут. Сейчас будем смотреть. В общем, вчера здесь на вот этот налим попался. Ближе к руслу подлещик. Но они все были все были пожеваны. Рыба по всей дистанции ходит. Что это у нас? Кто там у нас? Вчера здесь попался налим, кстати, вот на эту. Что там, где там у нас лунка? А, вот она, сбоку. В общем, это обычный удильник для балансиров. Нашел такие кивки жесткие. И вот сюда можно прицеплять еще бубенчик. Как бы. И погнали. Первый стопорок. Второй стопорок. Это грузило скользящее. Ну и рыбка есть, да. На первом поводке густерочка. Вот такая густерочка. Кстати, лунку надо бурить подыскосок, чтобы когда вот проверяешь, не было вот как сейчас у меня течение давит и за кромку льда зацепляется. Надо рогатку такую специальную брать. Вот сейчас опять зацепилось, течение придавило, блин. Сейчас попробуем его туда отдать. Вот второй крючок у нас тоже поеденный. И первый. Тут дробинка такая, она и затаскивает как бы. Но для комбайна нужно течение, чтобы утаскивало. Если такого нету, то не поставишь. В общем, первый. Есть густерка. Ну, сейчас все проверим, посмотрим. Ну, тут у нас рыба, ребята. Василий сейчас потопал, он загнутый. Кто там у нас? Что, достанешь? Нет, сам достану. Ну что, нельзя хочу? Вон, смотри, смотри. А давай, друг. Опа. Ага. Рыбка есть. Первый пустой. Второй пустой. И на последнем. Блин, нифига. И хочет лунку Василий заходить. Не знаю, он тут бьется. Не знаю, может зацепился. Вот здесь он гуляет. Смотри, не хочет. Ни в какую. Что делать? Влазит в лунку. Ну, слушай, он тут гуляет. Заходит что-то. Не заходит, да. Тупо не заходит. Не знаю, может, лещ здоровый, широкий. Лунка-то 130-я. Че, багорик нужен? Багорик есть ли? Да. Там, Василий, в кофре там такая, как этот,
На, подержи, я достану, Васильевич. Не в том. Вот уперся и все, смотри. Сейчас багор достану, ребят. Может, лечь здоровый. Хапанул. Че, просто стоит? Ты этот крючок смотри аккуратно. Я что При комбайне крючки вот так, чтобы должно, что в руку. Нет, да, посмотри, может, ну сам чувствуешь. Не, может рогатку, Васильевич? Нет. Я вообще не чувствую рыбу, как бы. Ну как будто да. Просто зацепилась за лед. За лед зацепилась, думаешь? О, вонзил. Рыбу вонзил. О, вырвал. Ух ты, оторвала. Васильевич, багор оторвала. Слушай, там хорошая рыба. Да там хорошая рыба. Багор оторвала, смотрите, ребят. Говнище, блин, пользовался. Всю дорогу вырвала. Я вонзил в него. А у тебя, Васильевич, далеко багор? У меня он в санях. Саня, да? Сгоняю сейчас я за багром тогда. Подержишь? Подержу, что поделать. Давай быстро сейчас гоняем. Там, да, что-то есть, ребята. Охренеть, ребята. Багор сломался, блин. Еду на лагерь. Сереги там есть. Будем багрить. Так, у Васильевича есть. Есть багор, ребята. Полетели. Эти рыбы ломают багры, да? Да, багры ломают. Так, ладно. Так, давай, аккуратно. Рывки были серьезные. Я понял. Вот ты его зацепил. Говорю, лечь, блин. Который в лунку не залазит, 130-ю. Красава. Вон, в пиявках тоже, братан. Да. 130-й, я говорю, да я бы сразу понял, что лечь. Потому что, ну, на лиму он должен. А где багор, мой брат? Круто. Тоже в пиявках, смотри. Вот мы тут его забагрили. Соскочил, блин. Шикарно. Вот такой килошничек, слышишь? Да. Для зимы пойдет. Эй, класс. Вот погодите, ну как Желтый. погоди. Класс. О. Ну, зимой, слышишь, самый крупный у меня. Я таких не ловил зимой. Блин, красота. Вон, ребята. Ну, сразу понятно, что 130-й, ну куда, конечно. Он не пропрет. Вот багрили. Один багор сломали. Багор, значит, плохой. Ладно. Класс. Супер. Хоть так. Глухозимье, да, брат? Трофей, да, в глухозимье. Четко. Конечно, с такими-то не сравнится. Бомба. Кайф, ребята, кайф. Главное, пошли сразу туда, где вот загнута будет белая, первая гусерка была. Она и поклевывала что-то. Нормально. А потом тут что-то ходим, подходим ближе, он начал дергать и... Ну, хороший кабан, ребят. Не знаю, за кило, наверное, даже. Опять комбайны выручили. На новом месте, кстати. Блин, тут езя почему-то не оказалось. Хотя здесь конкретно стоял на езя, леща никак не думал. Ну, супер, ребят, супер. Короче, пока жалятся в сторону, наверное. Делаем еще 2-3 комплекта комбайна. У меня вроде там пару катушек, пару вот таких удильников есть. Ну, дешевые балансированные удильники как бы использую. Можно, конечно, что-то другое, можно простую удочку. Просто такую же толстую леску. Короче, ребят, что-то придумаем, сделаем. Будем заниматься. И мне кажется, если выкармливать вот здесь мормышем, но у нас мормыша не продают, то они бы подходили, наверное, почаще и радовали.
В общем, вон, ребят, кабанчик желтый. Блин, килограмм больше, ребята. Хороший. 130-ю кое-как. В общем, если заниматься комбайнами и пробовать ловить леща зимой. Ну, я говорю, у нас этим никто не занимается, ребят, почему-то. Вообще никто не рыбачит. Вот так. Летом, да, леща ловим, а вот зимой то надо бур 150 и 180. Потому что, ну, вот тут он просто встал, я говорю, Васильевич, по-любому лещ. Ну, тут все было понятно, что вот он упирается тупо, опять уходит, упирается тупо, опять уходит. Сломал свой багор. Не знаю, он всю дорогу у меня лежал. Там пайки, короче, отвалились. Красавец. Тоже в пиявках, друзья. Ну и вот густерка еще такая вот. Но это самый крупный, ребят, у меня на зимнюю рыбалку. У себя на родине леща поймал зимой. Летом у меня трофей 2,555. Этой осенью я поймал 2,550. Что-то там, короче, чуть-чуть не дотянул. Трешников пока не ловил. Ладно, братцы, что, погоним туда пробиваться к жерлицам. Дай бог, там что-то сработало, щучья бровка. Вчера туда ездили с Серегой, сработок не было. Посмотрим, что за ночь. Такая буря была, что ужас. Все, полетели. Воды давануло, ребята, очень много. Как-то в аккурат поеду. Жерлицы, ребят, смотрите, я их даже не вижу. Они просто все в снегу. Они просто все в снегу. Ну и сработок нету. Пробивался сюда, бурился здесь. Ну, попробовал, посмотрел. Хищник бастует, ребят. Он не берет вообще, не хочет. Ладно, сматываемся, что. Тут такой ветер, надо валить. Это, блин, задуло. Просто задуло, ребят. Жерлицы. Там снизу, который ставил, такая же история. Караси все живые. Карася будем отпускать тогда. Да и карась, как живется, ребят, зимой мне не очень нравится. По перволетке еще работает. А глухозимье надо что-нибудь другое. Плотву, пескаря. Вот это хорошо. Собрал жерлицы, друзья. Ну, точка не сработала. Но зато проверил. Как потом? Не проверишь, тоже непонимания нету. Она из моих точек сверху. В прошлом году она тоже пару щурков давала. В этом году вообще 0. Надо искать новые места, ребята. Одно радует, ребят. Смотрите, красота какая. Ой, блин. Просто песня. Ладно, Василич там випует. Поеду к лагерю. Потихоньку надо собираться. День короткий. Так что кайфовали вчера вечером, а сегодня надо работать заново. Выезжать, ребята, будем очень тяжело. Баранку замело, снег такой мягкий, липкий. На улице тепло. Короче, будем тяжело выезжать, собачка греться будет, надо будет с перекурами. Ну, потихоньку как-нибудь. Да, там по водичке немножко пробежался. Ну, здесь нормально, ребят, здесь широко. Потом по буранке газу дадимся, повылетает. Тепло, не замерзнет.
Попили чайку. В общем, 12 часов, друзья, надо собираться. Не забываем, что день короткий, выезд еще дольше будет. Вчера мы час подымались, сегодня, наверное, все 1,5 будем, а то и больше. Короче, с Васильевичем решили собираться. Сборы тоже это немаловажный фактор, и он много времени занимает. Потому что надо все распаковать, запаковать точнее в данный момент. Все красиво, все сделать, уложиться. Фух, да. Ну, суточные рыбалки, да, они такие прям насыщенные, потому что постоянно в движении. Сработок нету. Опять какая-то некрупная щука здесь. Ладно, все, начинаем. Первый есть. Вот опять, друзья, комбайны. Налимяшка такой. И вот бонус. Давайте завесим. Хочу завесить его. Сколько потянул зимой трофей. Кило 180. Кило 200. Нормально, пойдет. У нас дровишки еще остались. На следующую рыбалку пускай лежат. Ушло 1,5 чурбана. Но ночь теплая была. Толком не топили. Тепло было. Все нормально. Это просто вода. Вода даванула, но с лунок. О! Он снизу сухой. Так он сухой. Все нормально. Он вообще огонь. А уже. Вот так вот. Мусор, друзья, обязательно домой. Обязательно. Не надо его выкидывать, оставлять. Положили. Полное сюда привезли, пустое тем более увезем. Обязательно. Ну все, друзья, вроде собрались, ничего не заставили. Едем. У нас там еще 6 жерличек. Посмотрим и, в принципе, все домой. Пошла оттепель, да, Васильевич? 0 градусов. Январек какой-то сумасшедший, но все готово. За нами, как обычно, чисто. Дровишки, ну, зола, понятное дело. Так что все. Едем. А вдруг там щукарь? Ну, давай местечко. Спасибо. Все было круто. И здесь, друзья, тоже тихо. В общем, что-то как-то с хищником, не важно. Жерлицы заметенные. Ну все, значит, собираем, ребята. Тишина, короче, полная. Ну все, ребята, выходим с леса, с тайги. Немножко осталось до деревни. Снег липкий, тяжело собачки, но уверенно идем. Закончилась очередная рыбалка с ночевкой. Зимняя, ребята. Своеобразно. Она и трудовая, и вечерний этот быт с палаткой, да, Васильевич? Да. Он прям, ну, прям вот много он дает, намного, как бы. Вот я чисто за этого прям топлю. Приобретать палатку и вот ездить вот так с друзьями. Хищник молчит, но порадовали комбайн. Они очередной раз меня выручили. И даже трофей, зимний трофей, лещ я не ловил такой. И для меня как будто какой-то плюсик. Кило 200. Отлично. Глухозимье, ребята. Ну мы стараемся, не сидим дома, проводим время с друзьями. Отдыхаем, рыбачим, наслаждаемся природой, ребята. Природа, конечно, великолепна. Просто зимняя сказка.
Буду заканчивать, ребята. Попрошу вас, серьезно попрошу, поддержать Васильевича на YouTube-канале. У Васильевича есть свой канал. Зараза ленится. Уже в месяц, ребята, один ролик выпускает. Надо сделать мотивацию парню. И этим самым вы не только ему поможете, как бы, ну, поднять аудиторию, но и мне будет очень приятно, ребята. Потому что с Васильевичем выезжаем сейчас частенько, вместе. Поддержите, ребята. Сейчас такие времена, телевизор включать неохота, а человек сделает для вас видео. Сейчас многие видели, что блогеры отвалились, потому что времена тяжелые, монетизации нету, многие перестали снимать. Делаем для вас, ребята, чтобы вы отдыхали с нами. И, в общем, спасибо, ребят. Все, буду заканчивать. Всем пока. Все, ребят, пока. Все, домой. Попили чай. Погнали. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.